Salam marşalda Масляга, Владимирович Хамели, Ладо, Хан Каринчак. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о некоторых вопросах. В первую очередь хотелось бы опять вернуться в последней нашей передаче о башнях. Мне сказали, что имеются некоторые вопросы по этим башням. И здесь были вопросы, почему мы редко продолжаем наш разговор. Но это сейчас вот ситуация такая, и здесь и субъективные, и объективные причины. Ну, вы все знаете, сейчас все на карантине, во-первых. Ну и, видимо, возрастной фактор тоже играет свою роль. Поэтому вы извините, что у нас мы с вами встречаемся не периодически, а вот с большими перерывами у нас это происходит, к сожалению. Вот. Ну, о башнях мы в прошлый раз говорили, о этих башнях. Вот. Еще раз, чтобы напомнить, я скажу, башенная архитектура, она в основном характерна вот для горных регионов во всем мире, и в Тибете, и во Франции, и в Северной Америке встречаются башни. Ну, они различаются по своим архитектурным деталям. Ну, это неудивительно, если на Северном Кавказе, например, башни встречаются и в Закавказье, в Грузии, в Дагестане, на Северном Кавказе. И, естественно, они имеют различия. Иногда чисто локальные различия, иногда они очень сильно большие различия в своих архитектурных деталях и конструкциях. Например, Сванские башни, они совершенно отличаются. Таких башен единственное известно, что в Болгарии, по-моему, одна или две башни подобные есть. Они характерны только для территории страны. Башни в Дагестане есть башни, но они тоже отличаются. И единственная территория, где встречаются башни и боевые, и жилые, это территория, если с запада взять, это Осетия, вот, очень небольшое количество вот, сохранившихся башен, Ингушетия, Чечня, Тушетия, Хевсуретия. В основном это в Чечне и Ингушетии башни как боевые, так и жилые, во-первых. Во-вторых, по своему количеству эта территория тоже отличается, потому что здесь сохранившихся башен довольно большое количество. Как я в прошлый раз говорил, в общей сложности где-то порядка 200 боевых башен. Из них около 200, более 300 башен, я оговорился, около 100 башен в Ингушетии, боевых башен, где-то до 100. И чуть больше 200 боевых башен в Чечне. Но, кроме того, встречаются жилые башни. Жилые башни в основном они сохранились только на территории Ингушетии и Чечни. В Осетии жилых башен небольшое количество сохранилось. Вот, на территории Грузии, Хевсурете, Тушетии, вот, их тоже количество не очень большое. Здесь надо учитывать, что на протяжении многих веков, когда эти башни стояли, были землетрясения, какие-то природные катаклизмы, эти башни разрушались. Когда люди жили в горах, они, естественно, постоянно старались их ремонтировать, поддерживать в надлежащем виде, то есть они использовали. Во время сильных землетрясений эти башни разрушались. В некоторых местах то, что можно было восстановить, восстанавливали. Естественно, уже первоначальный вид их изменялся. Боевые, жилые башни. Вот. А во время уже, когда население массово уходило на равнину, период относительного спокойствия, вот, и в некоторых регионах строительство, ремонт башен, естественно, замедлялся. Такие процессы.
Поэтому целые башни сохранились в первоначальном виде, первозданном виде, видимо, не так много сохраняется. Ну, ремонтировали башню, вот я как в прошлый раз говорил, в Ингушетии массовое переселение на равнину идет позже, чем в Чечне, поэтому в Ингушетии башни ремонтировались в более поздние времена. В Чечне самая поздняя отремонтированная башня, как известно, например, Хайбах, башня Хайбахская, она в конце 18 века, после мощнейших землетрясений на Кавказе. А в некоторых районах они не восстанавливались, потому что разрушения были очень сильные. И разрушались в Чечне, массовое разрушение шло во время Кавказской войны, особенно в конце 50-х годов, когда русские войска уже действовали в горах. И многочисленные в то время 860-е, 70-е годы выходят истории полков, которые участвовали в войне на Кавказе. И вот те полки, которые участвовали в боевых действиях в горах Чечни, вот там дневники походов. И там подробно описывают, там селение такое-то, разрушенное, специально были взрывные команды, и вот каменные постройки, башни взорваны. Ну, для экономии пороха, потому что специальной взрывчатки не было, и вот от пороха уходило много, поэтому обычно боевые башни взрывали крышу. Остальное уже время доделать, когда взорвана верхняя часть крыши, дождь, снег, оно доделает остальное. Жилые башни обычно они поджигались, потому что перекрытия были деревянные. И таким образом в Чечне башен больше руинированных, разрушенных. Мы с вами говорили о боевых жилых башнях. Марковин в 50-е годы он выделил еще как переходный тип башен. Ченцы и Муши различают боевую башню и жилую башню. Боевая башня по-ченски и ингушски называется вау, вау или вау, это в диалектах. Жилая башня гал. И сразу же я это напишу, потому что у некоторых есть проблемы с языком. Например, идет так, вот сейчас обычно говорят вау. В диалектах еще есть такое вау. Это вот так пишется. Вау, вау. Это боевая башня. Гала. Гала. Вот я сразу здесь отмечаю, у нас в письме не отмечено вот это редуцированное А буква. А, гала. Второе А полностью называется, а второе глухое А. Гала. Это жилая башня. Вот некоторые сказали, что некоторые спорят, что вот это слово гала заимствовано из тюркских языков. Ну, здесь надо сразу отметить, что обычно, когда в каком-то языке есть похожее слово, и автоматически стараются говорить, что это заимствовано из этих языков. По-моему, языковеды должны были бы более тщательный анализ сделать этих слов. Потому что если в чеченском ингушском языке слово есть кал, например, итокал, ушкал, денкал, мускал, оно тоже считается с тюркского языка, что тюркское кала. Ну, на мой взгляд, вот сколько я смотрел этот вопрос, мне кажется, что здесь слишком однозначно выводы и скороспелые выводы. Действительно, в чеченском языке слово есть гала для обозначения, и в ингушском языке для обозначения города. Город или большого населенного пункта, как например, Эрзгал, Черленый.
Вот это гала название, оно появилось из значения именно, видимо, под влиянием тюркских языков. Что касается гала жилая башня, это древнее исконно кавказское слово. И когда некоторые любят очень сильно подчеркивать, вот там чеченцы, ингуши, они родственны хуритам, или чуть не произошли от хуритов, от уратов. Вот. Так вот, например, хурито-уратских языках. И в шумерском, по-моему, языке. Да, и в шумерском языке. У них еще с древнейших времен в клинописях у них идет гала-эгал. Эгаль. Это очень большой дом, многоэтажный, где вертикальная планировка. Башня, дворец. То есть, может быть, в процессе формирования народов, кавказских и тюркских, вот это слово в языке, например, кала в тюркском языке и гала, город в чеченском, ингушском языках, могло появиться, в принципе, из одного источника. То есть, одна и та же группа населения древнего участвовали в этногенезе и тюркских племен, и кавказских племен. Но это происходило очень далекие времена. Поэтому гала, жилая башня, это чисто национально-корневое слово чеченцев и души. По-моему, даже в некоторых дагестанских, горно-дагестанских коренных народов тоже есть похожее слово для обозначения дома. В отличие от гала, кала, город, это уже тюркское влияние. То же самое, по-моему, у нас разговор был, я говорил про это кал. Кала, это накрыть, закрыть, укрепить. Кал, закрыть крышей. Это древнее слово чеченское и ингушское. И, кстати, оно встречается у нас для обозначения именно, как сопутствует личное имя. Итонкал, Ушкал, Денкал, Данкал, Гучикал, Башикал. Это личные имена. То есть этот когда-то в древности человек, он строит свое хозяйство, подворье, каменное, укрепленное место, и оно называется кал. Оно не имеет отношения к названию кала город. Это название укрепленное место. Поэтому тут это надо различать вот эти моменты. Сейчас оно сохранилось у нас, например, это молодежь его вообще мало это слово употребляет. Вот. Но у стариков оно обычно было кал, кал. Постепенно это слово начало выходить. И единственное остается келиншал, киджаб. Поэтому вот эти слова надо следить. Так что гала, жилая башня. Мы говорили, что гала, она обычно имеет 3-4 этажа. Вот. И у жилой башни различий. Вход имеется на первом этаже. Это для хозяйственного этаж, где содержался скот. Жилой этаж вход был на втором этаже. Боевая башня никогда не имеет входа на первом этаже. Цокольный этаж глухой, полностью глухой. Цокольный этаж предназначался для хранения продуктов и воды, каких-то инвентаря. Вход в него был с жилого этажа, со второго этажа спускались. Вот. И я это говорю, потому что иногда вот в интернете там рисунки, вот боевая башня и дверь на первом этаже. Ну, это можно, когда для украшения рядом там с кафе, со столовой строите башню, чтобы привлекать посетителей. Там вход на первом этаже. Но сама башня историческая боевая, она не имела входа. И вход на первом этаже был у полубоевая башня. Это Марковин просто термин этот привел, чтобы выделить промежуточную башню. Эта башня, основание, она намного уже жилой башни. Высота у нее может быть 4-5 этажей, но у нее обязательно на верхнем этаже идут балкончики без дна, машикули.
Вот эта башня, она обычно приблизительно, я покажу вам, там дверной проем может быть по центру стены, может быть сбоку. Вот. На втором этаже вход на второй этаж. Вот. И вверх у нее кровля, у нее плоскокровельная с небольшим скатом. Но в стене имеется машикули. Иногда по две верхней части. И этажи у него где-то, она напоминает по своей стройности боевую башню. Но угол сужения у нее не такой сильный. Вот машикули. Иногда вот это имеется две машикули. Жилые башни. Такие жилые башни, например, есть очень хорошо сохранившиеся. Это в селении Эгикал, Хотелли, Горной Ингушетии, Асинской котловины. Вот такие башни есть. Никар, Керла, это Керлоевское общество. Тоже хорошо сохранились. Там две полубоевые башни. То есть это как промежуточно. Потом еще один момент. Обычно часто все говорят, вот башни, например, в Ингушетии, они в основном все были с пирамидально-ступенчатой кровлей. А в Чечне многие башни были, это довольно условный вот этот рисунок делаю. Вот. Ну, это вот машикуль в Чечне, у него обычно редко бывает на двух консолях, на трех консолях. Ну, это пирамидально ступенчатые. Вот это вы видите. Так, типа донжон. В Ингушетии боевые башни, они имеют обычно больше ступеней. 18 ступеней. В Чечне имеет меньше ступеней. Вот. Но когда я, например, с Марковиным разговаривал, Марковин он очень хорошо длительное время исследовал наши башни в Ингушетии, в Чечне. Вот. Какую башню он мог бы показать, что она плоскокровная в Чечне? Кстати, и Гольштейн, у него книга была по архитектурным памятникам Осетии, Ингушетии, Чечни, он тоже это повторяет. Марковин назвал, например, башню Мялхиста Цайм-Пайда над обрывом. Не которая в центре стоит, а над обрывом. Но эту башню я подходил и смотрел. Эта башня, она не была плоскокровной. Эта башня была пирамидально-ступенчатая башня. Кровля у нее разрушена. И она приблизительно, я вам покажу, как она сохранилась. Может, немного этот самый. Вот этот самый. Вот она сохранилась вот так. Вот видите. Он говорит, это плоскокровельная с зубцами по краям. Но дело в том, что эта башня, она была пирамидально-ступенчатая. Если продолжить вот это, то получается вот так. Потому что зубцы, вот эти камни, они сужаются вовнутрь проем. Это как обычно стрельчатый проем верхнего этажа. Поэтому лично сколько я смотрел башен в горах Чечне и в Ингушетии, я не могу сказать, что эта башня кровля была плоскокровной. Вот если башня с круговым парапетом, вот здесь может быть еще, как, например, Хойская башня. Вот. А здесь плоская кровля и еще и машикуль есть. Здесь уже странно. Кстати, башня, которая стоит в центре Цайм-Пайда, в Мялхисте, она тоже не плоскокровная, потому что там, во всяком случае, когда я там бывал, у нее сбоку сохранились эти плитки, ступенчатой кровли, нижние плитки, они торчат по краю стен еще. Так что вот такие замечания. Кроме этого встречаются, как я сказал, постройки. Это
святилище, культовые постройки и погребальное сооружение. Погребальное сооружение это Малхкаш, солнечные могилы их называют, и многочисленные Эрда, потом, как называется, это Селинг, то есть святилища, культовые места, Цу, это посвященное божеству Цу, Села, богу огня, Эрда, это священное место. И эти святилища, они бывают как столпообразные, то есть камень складывали как в виде небольшого столпа с нишами. И камерные, в которые можно было зайти, и там оставляли там какие-то пожертвования. Или это какие-то куски части тела животного, наконечники стрел, когда охотились. По-моему, Миллера в 19 веке проскользнуло, что в Мял-Христе есть остатки раннехристианского храма. Я несколько раз ходил, это в районе селения Мешли, но этой постройки это обычное языческое святилище. Там ничего христианского, ни в архитектуре, нигде нет. Естественно, Грузия постоянно посылала миссионеров, они работали на Северном Кавказе. Вот. Об этом свидетельствует, например, храм Альби-Ерды, Хаба-Ерды в Асинской котловине. Кстати, Альби-Ерды, я еще будучи студентом, участвовал в экспедиции Макшерифа Мужухоева. Мы попали его, по-моему, в 74-й год. По-моему, в 74-й год. Полностью этот храм был раскопан. И Хаба-Ерды я смотрел и в то время, потом я приглашал архитекторов-реставраторов из Грузии, вместе с ними в сезон, почти месяц, весь этот храм облазили и смотрели. Да, это постройки по грузинскому типу, как строили древнехристианские храмы в Грузии. Архитектура не характерна ни для Ченца, ни для Ингушетии. Но, с другой стороны, они построены на месте, где стояли языческие святилища. Потому что Альби-Ерда и Хаба-Ерда – это святилища языческие. И они сохранили свою жизнь. И когда Грузия уже не могла продолжать миссионерскую деятельность, потому что в это время Грузия подвергалась многочисленным набегам, нападениям Персии и Турции, и в это время, конечно, она не могла отвлекаться на деятельность миссионерскую. И вот эта миссионерская деятельность прекратилась, и местные жители, которые какое-то время ходили в эти храмы, как христианские храмы, они постепенно вернулись к язычеству. Но они сохранили находившиеся там вещи, все почитали его, но уже как языческий храм. И есть еще один храм в Дагестане, это Дакунский храм. По-моему, его Гамбаши закопал. Там тоже архитектура, да, но там архитектура закавказская, грузинская, как христианская. Но в Чечне на сегодняшний день и в 19 веке, когда и Миллер, все они Бежев ходили, ни одной постройки, которая хотя бы по своим архитектурным деталям напоминала бы постройку там раннехристианскую, такую. В Осетии работали миссионеры раннехристианские, но они вот эти языческие святилища, их уже сделали как христианские. Но они остались, постройка, архитектура, это осталось как святилище. И начали строить как раз храмы по архитектуре вот этой с Грузии. Так что ни одной постройки, которую можно было связать по своим деталям с христианскими постройками, нет. Хотя многие пытаются как-то найти вот это самое, что было распространено в ранних христианстве. Но, к сожалению, до сих пор хотя бы небольшого факта существования вот этих храмов не найдено.
Хотя, да, миссионеры, они очень тщательно работали, долго, видимо, в 12-13 веках. Хотя есть документальное свидетельство, что, например, в XIV веке миссионеров посылали в страну Навчи, народу Навчи. Вот такие свидетельства есть. Но материальных объектов, доказывающих, что это христианство, оно укоренилось, вот таких пока нет. Поэтому мы говорим, что все имеющиеся вот эти постройки культовые, это в принципе языческие культовые постройки. Они были распространены по горной зоне, но на территории, где ислам проник раньше, вот, потихоньку эти культовые постройки, видимо, разбирались. Остались только названия. Их использовали уже для постройки там, других построек, и все разбирали. Именно святилища. Но название места, где когда-то находилось вот это святилище, столпообразное или камерное, вот, название места говорит, что это было здесь какое-то языческое, почитаемое божество находилось в этом месте. То есть вот мы говорим это самое о башне. Бау, Гала, Цу, Селинг, это культуры постройки. Кроме того, в Чечне, в отличие, например, на других территориях я не видел, очень сильно распространены поминальные камеры. Это, видимо, культовые постройки семейные. Например, склеп наземный – это семейная постройка. Сейчас говорят, родовая. Нет, в то время, когда ее строили, это была семейная погребальная усыпальница. Это когда прошло 200-300 лет, вот тогда она стала родовая, потому что уже вот эти поколения сколько сменилось, и их предки похоронены там. А так это строилось как семейная усыпальница. Вот. Довольно часто вот в некоторых типах перед на фасадной части строилась поминальная ниша, то есть небольшое, значит, углубление. Там как ступенька, как сиденье, отверстие, где заносили покойника. В некоторых местах, например, это очень-очень, я так условно сейчас я набросаю, например, двухскатный склеп, вот, и у него идет вот такая арочная ниша, и вот это отверстие. Вот, например, так. Вот эта глубина этой ниши, она где-то бывает до метра глубины. Вот. И вот здесь идет каменное как сиденье. Но что интересно, уже позднее вот эти поминальные камеры, поминальные постройки, которые строились, например, Мелфиста и Майста, они рядом со склепом строилась семейная поминальная постройка. Это как, видимо, семейная культовая постройка была. Вот. Там по бокам П-образно выложены из камня ступеньки, вот это сиденье. Вот, по углам полки, на которые, видимо, там ставили вещи, которые посвящены там богам или еще что-то, вот, поминальную пищу, наверное, клали. Вот. И вот это передние стены они не имеют, они стрельчатые формы. И внутри распорки, как и в склепах. Позднее, уже когда склепы перестраивались строить, вот этот семейный склеп был полностью заполнен. Вот это четко видно, когда осматриваешь визуально вот эту постройку. Вот эту нишу закладывали стеной с отверстием, и уже вот эта поминальная камера, она превращалась в тот же самый склеп. Вот. Это четко видно и в Мелфиста, и это видно в этом Майста. Кстати, в Майста почти у каждого склепа есть вот такая поминальная постройка, как семейное святилище. В принципе, почти одинаково. Вот когда я все посчитал, там, по-моему,
расхождение, там, например, 20 склепов, где-то 19-17 поминальных камер. То есть вот такое соотношение. И уже, например, двухэтажные вот эти поминальные камеры, например, там уже на втором этаже, видимо, позднее, тоже приспособили, не полностью стену заложили, а выложили не какой-то бордюр, вот, и внутри уже совершали погребение. Потому что со временем строительство вот этих склепов, оно прекратилось. Как и строительство вот этих боевых жилых башен. Но там, где башни еще более-менее сохранились, они поддерживались, они не разрушались. Единственное, что происходит, когда в XIX веке во второй половине строили мечети, разбирали камни, и эти камни использовались при строительстве мечети. В тех местах, где строились русские крепости, например, в этом Шатуе и Виконкале, там ближайшие башни, они разбирались, вот, и камень шел на строительство вот этих стен крепости, там каких-то построек. Там они башни не вот на Шатуе, в принципе, рядом с Шатуем башни нет, но единственное, Гатынкалинская сохранилась, это по дороге Шарларгун. И вторая башня на левом берегу Аргуна, по дороге Воронеж. Ближе башен уже там нет. Хотя башни были, скорее всего, и Хакка это в черте селения, вот, и еще в нескольких местах. Таким образом, башни, общее количество сейчас, вот некоторые могут, было сколько башен. Ну, сколько было башен, сейчас трудно сказать, потому что некоторые башни, они остались, вообще не оставили даже следа, все камни разобраны. А где в предгорье, например, в районе Чешков, там, значит, во время этих экспедиций русских войск, там они описывают башни, притом не одну башню на пути к Шату. Сигнальные башни. Здесь, значит, вот некоторые говорят, вот, а что они, какую роль они могли иметь сигнальные башни, когда войска пришли? Ну, дело в том, что в горах войска, они не шли широким фронтом. Они находились в труднодоступных местах. То есть, чтобы к этой башне подобраться, надо было идти гуськом, цепочкой. Особенно, когда было оружие, например, лук и стрела, естественно, даже два человека, которые сидят в этой башне, пока у них были камни и стрелы, эту башню захватить было тяжело. Но их задача была в первую очередь задержать, подать сигнал. Они подали сигнал, и мы могли уйти. Но огромное войско согнать на вершину горы, на какой-то утес за этой башней, тем более в горах эти большие войска могут действовать только когда есть дороги. Когда нет, есть только тропы, огромное количество войск эти горы в древности никогда не полезут. Это русские войска пошли потому, чтобы захватить эту территорию и включить в состав России. И любое очаг сопротивления надо было уничтожить. А так, когда делали набеги, вы знаете, вот захватчики там кто-то пришли, они набеги делали там, где можно взять добычу. А что в горах они могли взять добычу? Там нет этих башен. Ну, угнать там скот. Но это было намного меньше, например, чем в степи у кочевников. Больших городов, там золота, драгоценностей не было у людей. Естественно, в отряды. И из-за этого гнать целую армию, например, хотя бы несколько тысяч человек. А вы представьте себе, если это экспедиция в горы, то это не найдено будет 2 дня. Это необходимо провизии, это необходимо взять вооружение, пропитание. Если есть лошади, надо фураж, потому что в горах все в ограниченном количестве. И, например, если войско пришло там 1000 лошадей, в течение 3-4 дней они вот этих лошадей не прокормят. То есть есть свои нюансы, поэтому, чтобы это понять, надо просто взять рюкзак, взять пропитание на сколько вы, 5-6 дней собрались, вот, и теплые вещи, чтобы там этот не замерз.
и походить по горам. Это не просто как на машине сел, поехал, там сфотографировал мост. Вот когда вы по тропе пройдетесь, там же костер надо разжечь, там надо пропитание приготовить. И вот когда вы через перевал, когда пройдете, ноги у вас отнимаются, вот, и думаете, вот представьте себе, это вы вдвоем троем прошли. А вот представьте себе, здесь они говорят, целые там полчища иноземцев шли, там тысячи людей. Ну, они же не туристы, зачем им туда идти, если там нечем поживиться, понимаете почему? Вот в целом башня. Это просто была система, вот эта система башен, она отдельная башня, конечно, никакого значения не имела. Но когда эта башня выстраивает целую систему оборонительную, то это уже представляет для того времени это большое значение. Кстати, просто так эти силы тратить никто не стал. Вот, например, я во Франции, когда был в горах, ближе к границе вот этой Испании, вот смотрел башни. Ну, там тоже, ну, там башни, знаете, что-то среднее между больше полубоевые башни. Как у нас полубоевые башни, вот такой тип. И они были, ну, они чисто, видимо, как сигнальные вот такой. Вот они тоже в труднодоступных местах. Если бы они не имели никакого значения, никто бы их строить не стал. А это была система, например, от Чешков полностью до Хевсурети. Например, последние башни из Малхисты, от них можно построить, наблюдать, видеть башню над Шатиной. И вот эта цепочка, она шла от Чешков до верха. Башня, например, в районе города Грозного, это Цюрька, ее уже снесли, уже когда крепость построили, камни разобрали. И, видимо, у многих ущелий такие были вот постройки. Или, например, я сейчас не знаю, какая сохранность, а в Ингушетии под Асинскую котловину, это в самом теснении. Там еще были остатки вот этой стены, и на скальном выступе в реке там еще башенные постройки. Ответственные скалы с двух сторон. Естественно, чтобы его захватить жертвами, это нужны были какие-то очень внушительные причины, понимаете, или интерес какой-то должен быть. Так что, да, они ничего не имели значения, но это можно, сидя так вот, смотреть телевизор, пить кофе и вот такие рассуждения. Для своего времени, когда они начали строиться, они строились очень давно. Их позже просто по традиции ремонтировали. А сами башни, видимо, это зародилось, во всяком случае, еще в раннем Средневековье. Доказательств у нас нет, но во всяком случае постройки, каменные постройки встречаются еще до нашей эры. В горах, естественно, они могли это строить. И, как я вам говорил, например, у Масуди, по-моему, Ибн Руста, 10 век, 900-е годы. Дзурдзукете, крепость 12 воротами, по-моему, послана. Дзурдзукете это 12 крепостей. Или источник, по-моему, сейчас я тоже где-то 6-7 века, сейчас я только так вот навскидку сразу не могу сказать, там пишут, что о наличии крепостей в горах. Там идет речь, значит, проходов, аланы живут в горах, из пределов Даду аланы живут в горах, у них имеется крепость. По-моему, 6 век, скажем, или 7 век. Аланы на территории Дагестана не могли. Страна Даду, она напоминает это чеченское индусское слово Дада. Отец, папа, владетель, создатель.
И напоминает дагестанское дидойское общество, дидоэти. Может быть, под страной Даду как раз подразумевается вот эта территория современной дидоэти. Это пограничная с Чечней вот эта территория, с Шараргунским ущельем. Из пределов Даду, они живут в горах, у них имеется крепость. То есть это не прямые факты, доказательства, а косвенные. Ну, они уже о многом говорят. Или, например, раскопки, по-моему, археолога Минаева, еще кого-то, Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, по-моему, Кузнецов, раскопки. И вот что интересно, там находят похожие на башню постройки, каменные постройки башни. Это ранний средневековье. Кто скажет, вот это не территория Черногушетии. Ну, а Кабардино-Балкария это какое расстояние? Ведь на Кавказе это складывались традиции вниз, те, кто жили в горах. Вот, кстати, на территории Карачаева-Черкесии в основном строили из сруба постройки. Каменных построек довольно мало было в древности, например, жилище и поселение на награде Хобучева. А у нас в горах в основном постройки были каменные. Единственное, на Жаирковском районе, там лесистые горы, вот там были каменные, скорее всего, комбинированы. Там может быть основа каменная, а верхняя часть это уже деревянная. Вот такие постройки. Так что, в принципе, вот о башнях вот такое.